Бексултан Магомедович Сайнароев был лидером в национальном движении по реабилитации репрессированного народа и возрождению его государственности, председателем Народного совета Ингушетии. Под его руководством удалось добиться создания в июне 1992 года Ингушской республики в составе Российской Федерации. Одним из важнейших этапов борьбы за возрождение ингушской государственности в истории ингушского народа, я считаю, это принятие 17 статьи, знаменитой 17 статьи Декларации о государственном суверенитете Чечено-Ингушской республики. Ингуши, оргкомитет по образованию Ингушской республики. В тот вечер, дело шло глубокой ночью, заседание продолжалось, все-таки мы вынесли вопрос и сказали, что мы просим Верховный Совет принять, поддержать требования ингушского народа об образовании своей государственности. Я на одном дыхании написал эту знаменитую 17-ю статью. Текст был поставлен на голосование, все поняли, что или республика перестает существовать, или это требование надо принять. Его путь был ярким и насыщенным. Образование, Всесоюзный юридический институт, аспирантура в Москве, доцент, профессор Грозненского нефтяного института. Бексултан Магомедович – первый доктор юридических наук среди ингушей и чеченцев, заслуженный юрист Российской Федерации, профессионал высочайшего класса, прошедший все этапы карьерной лестницы, от преподавателя до народного судьи. В жизни случилось так, что среди чеченцев и ингушей я стал первым доктором юридических наук среди моих соплеменников. Ну, дальше, конечно, сейчас докторов наук много, но тем не менее первым быть интересно. Главной страницей его биографии стало участие в национальном движении Ингушетии. Он был одним из тех, кто боролся за реабилитацию репрессированного народа, за возрождение его государственности. Под его руководством, как председателя Народного совета, в июне 1992 года была образована Ингушская республика в составе Российской Федерации. Это огромный вклад в историю ингушского народа, заслуга, которую невозможно переоценить. Это такой честный, добрый, сердце у него за всех болело. Бексултан Магомедович принимал участие в разработке основополагающих законов о реабилитации репрессированных народов и об образовании Ингушской республики. Он был судьей Высшего арбитражного суда, академиком Международной академии информатизации, награжден орденами и медалями за доблестный труд и заслуги перед судебной системой России. Мой дедушка был незаурядной, творческой личностью. Он много читал, сам писал книги, был очень эрудированным человеком. И хочется отметить, что он тщательно подходил к написанию каждого своего труда. Я благодарен Всевышнему за возможность иметь такого достойного человека в моей жизни. Дедушка своим примером показал мне, каким должен быть мужчина. Обязанность держать данное слово, физическое и интеллектуальное развитие, умение нести груз ответственности за благополучие близких и дорогих тебе людей. Есть такое выражение, что талантливый человек талантлив во всем. Дедушка был именно таким человеком, потому что любое дело, за которое он брался, он всегда доводил до конца и завершал его на самом высоком уровне. Так в его профессиональной деятельности на государственной службе он достиг юридического Олимпа, став судьей Высшего арбитражного суда Российской Федерации. Бексултан Магомедович Сайнароев ушел из жизни 31 января 1922 года. Ему было 83 года. Но в памяти ингушского народа он останется навсегда как символ мужества, справедливости и преданности своей родине. Память о нем – наше общее достояние.